на перекрестке улиц Отки и Рультетегина. Город Анадырь, 3 мая 2021 года. Хорошая погода, но морозно. 3 мая, а у нас мороз с ветром. К вечеру похолодало, поэтому сейчас 20 минут 7, поэтому людей уже поменьше, днем было больше. Слева от нас супермаркет Новоуринский, а прямо справа гостиница Чукотка. Прямо желтое здание бывшего гастронома, улица Утки, 17. Сейчас там находится филиал Сбербанка России. Справа гостиница «Канатка» красная. Перед нами улица Отки.
холодно, мороз. Днем текли ручьи, а сейчас снова все замерзло. Идет рейсовый автобус номер 3. Красиво покрашен. На нем и горы, олени, местные жители в Яранге. Уважаемый фотограф, а можно меня снять? Пожалуйста. Скажите, здравствуйте, зрители. Здравствуйте, зрители. А какие зрители? А сейчас прямой эфир. Вас смотрит весь мир. Здорово! Как? Чукотки, столица автономного Чукотского округа. Анадырь. Не Анадырь, вы русские, которые говорите, или украинцы, я не националист. Нормально. Живите миром, честно. А не то, что украинцы, там, белорусы начинают это самое. Не надо. Мы же русские, мы люди. Это политики начинают свое. А мы русские, вот люди, нормальные люди. Вот, выйди в тундру, русский. Я тебе чукча. Помогу тебе выжить. Если что, не дай бог. Американцы это
американцы, это как Задорнов говорит, американцы тупые. Царство небесное, конечно. Но святые слова, святые слова. Задорнов говорит, американцы тупые. И я Чукча, коренной житель. Чукча, коренной житель Чукотского автономного округа. Да, прямой эфир. Обалдеть. И я говорю, живите дружно. Украинцы, белорусы, пофиг. Приехали сюда. Пожалуйста, нате вас. Хопа. И устроили и вот так вот. А не надо вот это слушать политиков, всяких вот, которые вот говорят. И вот тут Россия. Мы не нападаем, мы обороняемся, мы просто чисто. Ну, что еще сказать? Да все наговорили уже. Я говорил, да? Да, уже много наговорили. Всего доброго, спасибо вам. Ну, еще раз. Добре или как вот у них там. Пожалуйста, украинцы. Ну, они понимают, да. Прямо школа номер 1, корпус 2, а слева корпус 1. Два офиса мобильной связи, Мегафон и МТС. Алюминиевый дом построен в 1971 году. На 2 года старше меня. Добрый вечер. У меня прям эфир идет. Да. Мы на связи со всем миром. Расскажи, как живется в Анадыре. Все интересуются, как мы тут выживаем в такие морозы, пурги. По городу
погода, конечно, у нас суровая. Вот. Ну, мы одеваемся, соответственно, погоде. Живем. А на что живете, что добываете? Как зарплаты, как что что сейчас можно в Анадыре вообще добыть? Можно в тундре? Тундре. Сейчас все-таки продолжается, что рыбалка, да, зимой. Уже, наверное, открыто, да, охота на дичь. Не на знаю. уток, на гусей. То есть куропаток тогда бывает. Так остальное, что возят нам с материка, да, самолеты. Овощи, фрукты, остальное. В общем, жизнь здесь очень суровая. Да. Да, сейчас, в принципе, ну, вот только если ходить пешком за корюшкой в тундру, да. Да. И спасибо большое тем, кто, конечно, привозит это хотя бы даже самолетами. И, правда, за космические цены. Да, конечно. То есть почти любые овощи почти до 1000 рублей стоят Да, за килограмм. Кораллы, когда навигация откроется, да, чтобы подешевле, приобретать овощи, фрукты. Вот так. Всем хорошо, кто в отпуск, да, на большую землю летают. Например, я в этом году только в июле поеду в Абхазию. Там Я- вот по максимуму овощей, фруктов. Да, я был в Абхазии. Там очень красиво. Да. Природа очень красивая. Просто вот, когда в горы выезжаешь, леса, реки. Я тоже очень много посмотрел видео по ютубу. Те, кто в прошлые годы там отдыхал, они делились своими впечатлениями. Вот. Это очень чисто, очень красиво. Поеду, да. Да, но там, правда, не совсем благополучная обстановка. Там надо быть, когда ночуешь, надо поближе быть к гостиницам, к людям, потому что Да, я есть бандиты, правда. буду снимать. Ну, для чего он был? Мгм. Мгм. Хорошо. Уже забронировал себе места уже. Мгм. Отлично. Мгм. У меня уже там хозяйка, да, уже ждет меня. Мгм. Замечательно. Это Мгм. мне моя сестра, да, порекомендовала. Она уже была там в 2017 году. Мгм. А, нет, в 2019 году. Мгм. Как порекомендовала. Очень хорошая хозяйка. Как ты считаешь, можно летом на Чукотке отдыхать? Вот климат, он способствует этому или нет? Как? Для... В принципе, можно. Да, очень хорошая здесь рыбалка. Тундра красивая. Все цветет, благоухает. Вот. Как только снег начинает, да, таять, начинает все зеленеть, пушку. Потихоньку наши растения, цветы, ягоды, грибы. Природа просыпается от зимней спячки. Птицы прилетают, перелетные. Животные разные. Температура просыпается. А что нужно сделать летом, чтобы успешно зиму пережить на Чукотке? Ну, нужно запастись дарами природы. Это рыбу запасти,
киты, карус, щир, нельму, щуку добывают, мальма, ягоды, грибы, красивые, разные, удобные. Запасают вот люди. Что-то замораживают, там, засаливают, коптят, сушат. Ягоды засахаривают или замораживают. А какие ягоды есть на Чукотке? Там вкусная морозка, голубика, шипша, брусника, яблоника. В Анадырском районе есть шиповник, собирают, рябина. Такие ягоды. Так, самая вкусная княженика или морожка все-таки? И то, и другое. Одинаково, да, Да. вкусно, да? Ну, княженика, она только по побережьям растет, поэтому труднее собирать, а морожка, она повсеместная. Так, ну, в основном, где озера есть. Озера там. Ну хорошо, спасибо за интервью. Добра тебе. Счастливо. Это можно посмотреть. На моем канале на Александр Куцкий, да. Хорошо. Счастливо. Спасибо. Так, вы просите на Беринга. Ну, до Беринга здесь пешочком далековато идти. И я уже подмерзаю на улице. Мороз и ветер. Мы туда сегодня не пойдем, это точно. Зато мы с вами сейчас можем пройти на детскую площадку, посмотреть, как дети отдыхают. Сейчас посмотрим, услышим мы от детей нецензурную брань или нет. Площадка находится напротив дома лодки 30. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Так, или не слышат, или невоспитанные. Ну вот, один у нас воспитанный. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Максим? Подойди ко мне. Здравствуй, а тебя как зовут? Егор. Я сейчас веду прямую трансляцию на весь мир. Кто хочет, тот смотрит, да. А? На канале Александр Куцкий. Вы можете передать приветы своим родным. Можете рассказать, как вам живется здесь на Чукотке. Холодно сейчас? И хорошо, и холодно.
Макдональдса нету. Интернета нету. Ну, как нет интернета? Сейчас же прямой эфир у меня идет через интернет. Есть интернет. Да. Хоть кто-нибудь может связной купить телевизор и миксер. Мгм. Это у тебя зимний велосипед или летний? Летний? Мгм. Хорошо, давай, счастливо тебе. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Какой счет? Мы не считали. А, ясно. Это прямой? Да. Это сейчас идет прямой эфир на моем канале Александр Куцкий о Чукотке. Если хотите, можете рассказать, как вам живется в Анадыре. Мне хорошо. Ну, иди сюда поближе, становись рядом. Как тебе живется? Как тебя зовут? Андрей. Андрей, как тебе в Анадыре живется? Нормально. Чем занимаетесь в свободное время? Свободное время играю в футбол. Гуляем. А на левый каток ходите? А чем еще можно заниматься в Анадыре? Можно, например, пойти или с компьютерами. Или это с друзьями. А летом у вас какие занятия? Летом мы идем в лагерь, потом до часа или до 2 или до 3. Потом в свободное время играем в футбол, где-то 3-4 часа. И пешки ходим. А родители чем занимаются? Какая у них работа? Мы только в Милиции, а мама в Митисе. Мама бухгалтер, а папа, я не знаю, он не рассказывает. Он здесь живет. Хорошо. Родителям помог. Молодцы. Давайте, счастливо вам. Спасибо. Александр Куцкий, буква С, Куцкий. Да? Ну и как? Понравилось? А какой ролик тебе больше всего понравился? Я не помню, я давно смотрел, но... Ну, заходи почаще, приглашаю. У меня сейчас 1606 подписчиков. 1606. Это много? Ну вот. Ну так присоединяйся. Приглашаю. Хорошо, давай. Вы можете сейчас зайти как раз на себя и посмотреть. Да. Да, прямая трансляция сейчас. Так, ладно, пойдем мы дальше. Александр Куцкий, буква Т. Куцкий.
Так. Справа утки 32 дом. В принципе, можно, конечно, сейчас немножко прокатиться. Давайте прокатимся по городу. Здорово, сосед. Опа. Фу. Так, машина показывает -6 на улице. В чате напишите, связь есть, трансляция идет. Вроде идет. Поехали, прокатимся на улицу Беринга по просьбе зрителя. Едем мы по улице Водки. Сворачиваем на Беринга. Проедем, наверное, здесь. Сколько льда, еще много снега, льда. Здесь, наверное, 1,5 метра глубиной еще во дворе. Беринга 18. Сейчас сюда во двор заглянем тоже.
Поправим лопату в машине, чтобы не добежали. Прямо Ленина 63 здание. Слева Беринга 8. Справа Беринга 10. И там магазин «Маяк», Беринга 12. Справа дорога у нас Морпорт и администрацию города. Справа здание администрации города. Ой, какого города? Округа. Чукотского автономного округа, где губернатор у нас находится. До Морпорта идет крутая дорога вниз. Она грунтовая специально для того, чтобы машины не скользили, когда поднимаются вверх с тяжелым грузом. Суда готовят к навигации, ремонтируют, заменяют металл на дне, по бортам, там, где он становится слишком тонким. Занимаются обслуживанием здесь двигателей. В этом году
купили китайские двигателя на пассажирский катер. Один двигатель 300 лошадиных сил, 1000 оборотов, весом в 4 тонны. Таких два двигателя ставятся на катер. Ну и пришли они, к сожалению, некоторые запчасти у них в дороге украли. И сейчас задача у токарей будет выточить эти недостающие детали. В общем, где-то в дороге не уследили. Льда, снега еще много. Я надеялся, что к 7 мая, ну, к 9 мая уже снег будет в городе полностью сойдет, растает и улицы высохнут. Но похоже будет по-другому. Прокатим по улице Энергетиков. Справа здание налоговое, следующее здание справа пенсионного фонда. Потом идет микрорайон улица Строителей. Давайте мы сюда заглянем тоже. Справа детский дом. Так, нет, по луже не хочу ехать. Поедем. В глубокую яму в льду заехали. Слева улица Строителей 9. Одиннадцать.
Заедем во двор по улице Энергетиков. Связь оборвалась. Двор по улице Лодки. Справа детский сад Ладушки. Бездомные собаки. Анадырский ЗАГС здание.
набережной прокатимся. Не успел я прочитать, что там было написано, комментарий в чате, так что не могу ответить. Перед нами памятное место, вечный огонь первому ревкому Чукотки Мандрикову. Так, восстановилась связь, не восстановилась, непонятно. Идет трансляция. Ладно, продолжим. Едем мы по набережной и уезжаем на улицу Беринга. Беринга 11 и 9. Сейчас повернем на улицу Ленина, по Ленина поедем. Слева Ленина 61. Ленина 57. Слева Ленина 55. Мой родной дом, где прошло детство. Слева Ленина 51. Здесь детская библиотека. Справа детский сад Ладушки. Можно сюда заглянуть. Прямо Ленина 43. Справа Ленина 45. Слева Ленина 47. Так, а здесь у нас знатная лужа. Слева Ленина 33. Справа Ленина 26.
Слева у нас иного центра наследия Чукотки. Слева у нас памятник святителю Николаю Чудотворцу. Ну, а на горизонте там расположен аэропорт. Собор Святой Живоначальной Троицы. Едем по Ленина, по улице Ленина. Справа Ленина 14, 12. И 10. Справа магазин «Аквариум» продуктовый. Прямо слева окружная больница. Здание суда. А прямо у нас многопрофильный колледж национальный, многонациональный. Мост через реку Казачку. Дорогу на ту сторону уже закрыли, вроде как с 1 мая. Но смотрю, один из джипов внедорожников поехал по целине.
такие лужи. Как озеро. О, сколько снега намело. Здесь на берегу стоят баржи, их тоже готовят к навигации. Красят, ремонтируют. Так, мы заехали туда, куда дороги нету. Сейчас поедем обратно. Здесь еще не почистили. Здравствуйте.
Едем мы по лодочной станции. Сейчас поднимемся на гараж и посмотрим на казачку, на речку. Есть где-нибудь проталины? Нет. Видно реку? Нет. Так. Справа прямо домик сторожа морпорта, охраняет суда. Вот мой гаражик. Снег уже сильно просел, а так он до самой крыши был. А вот и река Казачка. В Анадыре пока нет водоочистных сооружений. Для очистки канализации. Все в реку. 2-3 места, по-моему. Да, 3 места. Где это все сбрасывается. Так, спрашивают время. Сейчас. Вот чайка. Как раз чайки здесь и кормятся летом. Время сейчас 19:39. О, сын подсказывает. Здравствуй, сыночка. Сейчас не так много чаек еще прилетело. Обычно здесь их очень много. Сидят на трубе, кормятся.
Сейчас замечательное время, когда много солнца, день длинный. Наступают белые ночи на Чукотке. Один из моих знакомых всю зиму откапывал свою лодку, чтобы снег крышу ему не продавил и стекло. Ну и в качестве зарядки тоже. Он сколько накидал снега. Вот такие будки крепятся к буранам, к снегоходам, вот, чтобы возить пассажиров. Фух. Слева мы видим собор, прямо Дом культуры, и справа Анадырский морпорт. Здравствуйте. А это плавучие краны. Они нужны для того, чтобы разгружать баржи с углем. Давайте, кстати, сейчас прыгнем. Опа! Опа! Где Михаил? Это надо у Михаила спрашивать. Находимся на лодочной станции. Официально это место называется общество с ограниченной ответственностью «Парус». Михаил у нас сегодня гулял с ребятами. Они где-то нашли контейнера в городе и прыгали с одного на другой. Пацаны, и я такой же был. И сейчас тоже вон, по крышам иду. Тоже люблю попрыгать. Прямо больница для лечения туберкулеза. А прямо перед нами устье реки Анадырь. Здесь река впадает в Анадырский лиман. Кстати, буквально неделю назад очень хорошо шла корешка, и говорят, даже кто-то за день выловил больше 600 штук, почти 700. Ну, больше похоже на байку, конечно. Вот, но то, что вылавливали по 300, по 400, это правда. Правда, как уже дня 3-4, она сейчас стала слабенько идти.
Вот так выглядит плавучий кран. Скоро снег по бокам растает, его будут красить. Дальше сухогрузы у нас стоят, которые доставляют по селам Чукотки уголь, горючие смазочные материалы, технику и прочее. Так, у нас два сына смотрят трансляцию. Михаил, привет. Вот. Еще осталось, чтобы дочка включила YouTube. И жена любимая. Привет, привет, сыночка. Фух. Так, идем по льду. Сейчас попробуем забраться на баржи, на корабли, которые когда-то были специально утоплены для того, чтобы защищать берег от волны, от размывания. Вот. Вот на этом кораблике любят гнездиться чайки. Но пока для них время не наступило, поэтому здесь их сейчас и собаки их прогоняют. Там полно следов собак.
причал, куда летом пристает катер пассажирский и возит людей на ту сторону. Да, здравствуй, любимая. Фух. Прямо перед нами здание ГИБ. А это суда Анадырского морского порта. Можно еще похрустеть. Вот такая красота у нас. Чисто, свежо. Снежок похрустывает. Душа радуется. Ветер примерно 5 метров в секунду где-то. Не сильный, но настойчивый такой, с морозом. Так, а это емкости, в которых перевозят уголь, который добывают в поселке Угольные Копи. Там их загружают, потом в этих емкостях везут в Анадырский морпорт, разгружают, а в морпорту уже разгружают, то есть загружают баржи, которые идут вверх по рекам Чукотки. Населенные пункты Кончалан, Краснина, Усть-Белая, Снежная, Марково. Даваек не знаю. Возможно. Так, надо самому, что ли, в кадре показаться. Во. Всем привет. Спасибо, что путешествуете, гуляете со мной.
С вами веселее, должен сказать. А это буксир Мандриков. Насколько я понял, он... Так, пройдемся здесь немножко. Опа. Фух. Красиво красочка облупилась. Обогрев иллюминатора по левому борту. Ветер порыв. Так, ладно. Пойдем. Интересно, снег выдувался ветром. Скоро лето, снег и лед растает. И здесь мы будем кататься на катере. Ладно, надо заканчивать трансляцию.
красивом кадре. Спасибо всем, кто со мной прогулялся по Анадырю. До новых встреч.